На этой фотографии коллектив духового оркестра. Если вглянуться в лица, Юра, глянуться. Это какой год? А до 1959 этим составом хоронили Ивана Петровича Криволапа. Криволапа, который, именем которого улица названа. Да. Где мы соорудили каменный сад. Вот да. Собираем камней, чтобы эта модель привела к тому, чтобы город возродился, Комсомольск, чтобы камни собирались, продолжали увеличиваться, и население, и город начал возрождаться, оживать, процветать. Города не надо там. Там пускай будет место силы всех. И те, кто преступники, которые переплавились, сплавились, и тех, кто не преступники, которые тоже переплавились. Тоже переплавились, вместе да. С ними. Сплав, да. Это будет место, сакральное место. Оно есть уже. Оно есть уже, да. Есть. Так, вот как раз получается, что здесь в заставке, вот у меня здесь, нет, значит, в Одноклассниках, сейчас переходим на Одноклассники, Значит, наша комсомольская организация была награждена в 1975 году, нам оставили на вечное хранение комсомольское знамя переходящее. То, что наша комсомольская организация, пионерская организация, провели очень удачно, гармонично, 9 мая, акцию «Никто не забыт, ничто не забыто». А это вот как раз каменный сад на том месте, где жили и Рябцевы. Вот это вот так перпендикулярно идет улица Криволапа Ивана Павловича. И Криволап Иван Павлович умер в августе от разрыва сердца, от инфаркта миокарда, в том здании, где мы с тобой проживали. Это здание управления... Это была контора. Управление лесхоз... Нет, это было потом... Это была контора. Это раньше называлась контора, и были все либо начальники, либо хозяева.